Итак, в 78 году, в 1978 году Владимир Михайлович Штейн набирает курс актеров конкретно для Башкирского государственного театра кукол, спецкурс. Я поступила на этот курс, являлась студенткой. Мы были первый выпуск вообще в Институте искусств, актер театр кукол, профессия такая. Вот, и Владимир Михайлович Штейн набрал этот выпуск не просто так, а именно для театра. Почему? У него в планах были уже такие большие спектакли, как «Не бросай огонь, Прометей», «Черноликие», где вот нужно было большое количество и артистов, и у него были планы, он хотел воспитать именно актера такого, который нужен ему. А он тогда вот проповедовал театр кукол. Третья такая зона называлась. Это актер, который выходит из-за ширмы, актер, который отделяется, надевает на себя маску. Это вот такой синтез, театр-синтез, который мне очень близок по духу. Это где и кукла, и актер, и маска, и свет, и звук, и пластика, и танцы, и музыка, все вместе. И вот такими средствами Владимир Михайлович, он выражал то, что хотел донести до зрителя. Очень такие были, конечно, глубокие спектакли. И вот мне, ребятам, которые поступили и были приняты потом в театр кукол, очень повезло. Мы попали вот в самый такой цейтнот развития вообще театра кукол. Уральская зона. Я лично была очевидцем, и ребята спектакли Шраймана нам привозили на фестиваль сюда. Вольховского мы видели воочию. И Хусит. Это только-только вот спектакль, то есть спектакли такие были новые, новое слово. Нам тогда казалось, что все так здорово, что кукла за ширмой это так архаично, это так неинтересно, это так скучно. Я помню, Горьковский привезли, Горьковский тогда театр, Данила Мастер. Ну, работали куклы-дрости вообще великолепно. Но нам тогда казалось, что все это уже прошлое. Вот, и как меняется время. Недавно мы были на фестивале, это отвлекаюсь я от темы, недавно мы были на фестивале в Казахстане, привезли «Золотого цыпленка», ширмовой спектакль, и нам комиссия сказали такие слова: «Спасибо вам за ширму». То есть артист вышел уже в какой-то в 78 году поиски из-за ширмы, и туда-обратно уже никак долгое время заходить не хотел. И сейчас ширмовые спектакли – это редкость в театрах. Ну, возвращается все к этому, слава богу. Итак, вот Владимир Михайлович Штейн. Каким он был? Это был очень в работе жесткий человек. Он говорил актеру: встань сюда, подними руку так, здесь вот посмотри направо. Он уже, такой метод у него был, он видел картинку как нужно. Если артист задавал ему вопросы какие-то, а почему, а зачем, он очень раздражался. Он говорил: я так хочу. Я помню, был постановка спектакля какого-то, сейчас точно не помню, но вот это я была очевидцем, и артист один вот очень дотошно ему все задавал. А почему здесь вот такого цвета, вот красный, а почему? И вот тот пришел в ярость и сказал: я так хочу. Актер часто не видит замысел режиссерский, и поэтому вот эти вопросы иногда выводили в сторону. Он не любил диктат, режиссер, диктатор. Вот четко видел картинку, то, что ему нужно. Во-первых, они работали с своей женой Мариной Грибановой. Такой гениальнейший тандем, понимают друг друга. Тут такой был вот клубок: Сергей Серафимович Миролюбов, композитор, Баранов Александр, драматург. Все вошло, вот все такое вот, кубик такой Рубик составился, и был вот прекрасный ансамбль. Мне кажется, это вот основная такая составляющая успеха. Ну, конечно, движущая сила Владимир Михайлович Штейн. Нас он воспитывал тоже без всяких поблажек. Все мы боялись, например, его занятий, например, очень нужно было этюды. Я терпеть не могла вот этюды. Надо придумывать что-то. Ой, тяжело. У нас были такие студенты, которые, просто каждый день сыпали вот такую фантазию, этюды. Тяжело мне давался, и вот мы прятались от него. Прятались где угодно. Занятия проходили в театре, потому что ему было далеко ехать в институт. Он из театра практически уходил, наверное, домой только поесть и поспать. Он был там целый день, с утра до позднего вечера.
Это утром спектакль, репетиции, вечером спектакль или наоборот. Артисты практически дома не появлялись. Этот ритм был, мы были студентами втянуты в этот ритм. И когда я уже, помню, вышла замуж, и долгое время мне казалось, что так и надо. Все, вот ребенок родился, в 10 месяцев я его уже оставила, я пошла уже в театр, мы поехали на гастроли. Это было нормально. Вот такой с 10 утра, там с 9 и до позднего вечера, в 11 часов вечера уже развозил автобус артистов по домам. Все там дневали и ночевали. Ну, вот это было тогда. Сейчас я не думаю, что это уже нормально. Все-таки семья это тоже главное. Ну, тогда было так. Потом мы очевидцами, нас сразу, студентов, сразу включили в работу театра. То есть, вот «Не бросай огонь, Прометей», весь курс занят. Башкирская группа, русская группа. У нас училось сразу 2 группы. Все были заняты до единого. Нам троим, мне, Ольге Дудке, Тане Афанасьевой, которая сейчас актриса в русской драме, нам дали даже роли. Мы были хариты. Вот, без слов, но пластический такой рисунок харит. А ребятам молодым дали молодых богов. Там даже были какие-то слова. Потом, значит, вот сразу «Галима» спектакль. Тоже в черном кабинете. Меня там заняли уже, дали мне роль небольшую Муйдзина. Мне и Стасу Новикову вдвоем. Нам так повезло. И вот «Звезды над пустыней» сразу включал он. Я участвовала там, была мальчиком-скрипачом в оркестре. И мы изнутри уже видели действие, как творится. Мы не были оторваны. Мы видели, как репетируют, как взаимодействуют друг с другом, как надо. С трепетом вообще мы переступали порог театра. Штейн очень следил. Не дай бог, кто из артистов на нас пожалуется за какое-то шумное поведение или недостаточное уважение. Это вообще даже недопустимо, могли просто отчислить с курса. Что и было сделано. У нас был один студент, не буду называть фамилию, он проучился с нами недолго, его за неподобающее поведение его отчислили. Вот, и мы могли просто распрощаться с этой такой возможностью учиться дальше у такого педагога. Нам повезло, что с нами изначально в институте занимался Павел Романович Мельниченко. Тогда он был педагог так называемого живого плана, драмы. И постепенно его Владимир Михайлович привлек в режиссеры, в театр. Он стал работать и ставить дальше репетировать. Это уже другой будет отдельный рассказ. Вот и их «Не бросай огонь, Прометей» спектакль был удивительный союз. Владимир Михайлович Штейн занимался внешней постановкой, так как он четко видел картину с Мариной, как должно что где быть. Это вот, значит, такой мизансцены. А Павел Романович занимался работой с актером, внутренним наполнением. Удивительное было время и удивительная работа. И тогда актеры театров, вот нашего театра, я думаю, впервые увидели, как можно работать над ролью вот так глубоко, так понимание значения каждого слова. Ну, Мустай Карим, все было прекрасно работать. А мы студентами вообще все, рот открыв, впитывали как губка. Владимир Михайлович Штейн не терпел какого-то, например, вот импровизации в работе. Если что-то тебе захотелось сделать, вот как я наблюдала, если это в копилочку, то да, он с этим соглашался. Если это шло в противовес, в разрез его какой-то концепции, его пониманию, как должно идти, нет, категорически все прекращалось. Очень не любил Владимир Михайлович нарушение дисциплины или какого-то артиста, если не готов к роли. Все, он вспыхивал, как вот спичка, останавливал репетицию, уходил. Ему нужно было где-то походить, успокоиться. Что уж он там делал, я не знаю. Замирали все на сцене. Никуда никого не отпускали. Это не означало перерыв, перекур. Все ждали, когда он где-то там успокоится. Не в зале, он где-то там ходил, может быть, что-то там нервно курил. Потом он приходил в себя и говорил: продолжаем. Вот такой был режиссер. Ну вот я уже сказала, что мы студентами сразу начали работать с первого курса. Мало того, что он нам дал, театр, и именно Владимир Михайлович, такую возможность. Мы на первом курсе уже поставили спектакль «Таинственный гиппопотам», тростевые куклы. У нас был профессиональный композитор. И настолько хорошо это было сделано,
и нами, и педагогами. С нами работал Владимир Георгиевич Мядушевский кукловождением и постановкой вот этого спектакля. Еще после каждого спектакля была такая традиция. Владимир Михайлович Штейн смотрел все спектакли. Актеры очень боялись плохо работать, потому что после каждого спектакля, вечернего особенно, был такой разбор полетов. Все собирались, он собирал всех, и он говорил замечания. Хвалил кого-то, кому-то ругал, ему не нравилось, допустим, что-то, и актеры это все вот выслушивали. Был такой подробный разбор. Обязательно это было. То есть вот такое всевластие в этом. Все его слушались просто вот безоговорочно. Владимир Михайлович это умел увлечь, и слушались его не потому, что его боялись, а потому что вот ему полностью доверяли. Просто вот мы особенно, мы молодые, но просто вот смотрели на него я лично снизу вверх. Это вот все они, все вот тогда, все артисты, это вот Мошкина, Рахимова, Искандаров, Насонова, Руфина Анатольевна, Айрат Акрамович. О, это были вот для нас молодых. 17 лет нам было, мы поступили. 18. Как боги. То, что они умели, мы на них смотрели. Ну, те, особенно, кто влюблен был в эту профессию. Очень здорово. Я благодарна судьбе своей, что я была знакома с таким человеком, как Владимир Михайлович Штейн. И счастлива, что я играла в этих спектаклях. Вот была отмечена этим режиссером, была вовлечена в этот процесс. Воочию работала. Это вот «Черноликий», «Не бросай огонь», «Прометей», «Звезды над пустыней», «Буратино». Вот. А так он был еще таким очень смешливым человеком, очень с хорошим, здоровым чувством юмора. Вот. Ну и гневливым одновременно, когда дело касалось небрежения к работе к своей.